Непростая ситуация в стране, связанная с санкциями, эхом отражается на разных сферах деятельности, в том числе и в Республике Башкортостан. Сельское хозяйство. Здесь тоже сказались изменения. И то, что в марте 2022 года в Уфе на ВДНХ состоялся крупнейший в стране агропромышленный форум и специализированная выставка «Агрокомплекс», очень кстати и своевременно. На выставке компании-производители презентовали свои товары, сельхозтехнику, продукцию, состоялись круглые столы, совещания, пленарные заседания. Вывод. Процесс импортозамещения активен, наши компании не бездействуют, государство предусмотрело меры поддержки. Участники 32-й международной специализированной выставки «Агрокомплекс» в Уфе, 280 компаний из 31 региона России и Республики Беларусь. Глава Башкортостана Ради Хабиров на площадке ВДНХ «Экспо». Андрей Викторович, я стараться видеть. Как вы? За вас очень радовался. Да. Да, спасибо. Вот тот трактор, Ратифарич, который мы говорили, вот гусеничный, белорусский. А вот это, да? Его собирать будем, да? Да, сейчас готовим документацию, техническую документацию. Через нас он должен пройти сертификацию. Интересный трактор, гидроподжимная муфта, тут двигатель хороший. И по гусенице сейчас уже народ соскучился. И сейчас импорт, если еще упадет. А вот гусеница это действительно хорошо, да? Вот, да, конечно, ну, давления нету. Это же площадь. Нам сколько, что-то, несколько тысяч тракторов нужно, да? Да, нам 600 ежегодно надо. Ну, то есть сбыт будет, да? Сбыт есть, да. Всех видов, всех марок. У нас еще просто сборка будет, да? Сборка будет, да. Но у нас... А агрегаты какие-то будете делать сами? Ну, там по согласованию с заводом-изготовителем. Они согласны давать, пожалуйста, комплектующие, но это долгое согласование, там, сертификация. Но мы собираем МТЗ-82 колесные. И, это в принципе, знаю, молодцы, система да. отработана. Ну, когда первые соберете? Сейчас готовим Сейчас сертификацию. надо оперативно его сертифицировать. Да. Вот так. Чтобы мы выписывали паспорт, что сделано у нас в Башкирии. Башкирия именно у нас. И... Мы его тогда сможем и субсидировать. Ну, это будет комплект приходить, вы собираете, Да, и пошло. да. А цена хорошая у него? Ну, Цена хорошая, но сейчас они привязались к доллару. да, они все привязаны. ну, везде. Да, да. привязались и растут. Ну, задача поставлена, решим. Ладно, спасибо. Интересно. Здорово. Здорово. Ну, ждем успехов. Да, спасибо. Наш ГУФСИН собирает тоже для... Добрый день. Управление Федеральной службы исполнения наказания, начальник производственного отдела. Да, очень приятно. Да. А вот это вот собираете, да, вы? Собираем, да, тракторные прицепы пожарные. Вы можете использовать как для тушения пожаров, так и для полива, соответственно, по дозе воды. Нам в села вот он нужен. Это же вот практически в сельсоветах, чтобы были. Это так и есть, да? Да, его зацепил и поехал, да, получается. Министерство дом для лесного хозяйства, для сельского. Пожарную машину не держать, как бы в сельское поселение поставить. Он цепляется к Беларуси. Первый рукав сразу. Здравствуйте. Горизонтальные, значит, алтайские, российские. Артемида, мы и сельским хозяйством занимаемся, у нас племенное хозяйство, и в то же время вторая компания реализует технику, которую мы себе обкатываем на своих полях. То есть сушилки это в Алтае раньше были американские, теперь 100% российские. Производится здесь? Это в Алтайском крае. А сборку или в Алтайской просто в Алтайском пока полностью, сейчас мы выходим на более объемы и уже будем собирать здесь, потому что очень много болтовых соединений и выгоднее будет перевозить. Это завод-навигатор пермский. Вот это здесь уже присани выпускают, телеги вот эти погрузочные, которые, это уже мы собираем у нас в Кармаскалинском районе. Ну, это сборка идет. С частичным использованием запчастей, сделанных в республике. Вот. Но это компания Амазона немецкая, но делается все в Самаре. То есть это все российское производство. Это селка точного высева, это конкретно с моего предприятия. То есть сейчас, но они активно реализуют. Я сейчас на сельхозтехнику смотрю, это космос какой-то. Это называется ликвилайзер. Это внесение как раз жидких удобрений сразу в почву. Впрыскивается под давлением. В этом году мы сделали большой опыт от насоса. И любые жидкие удобрения, отцепил вот это, зацепил засеялку, и тоже жидкие удобрения прям со штык носишь. Это как раз связано с этими засухами, которые у нас в республике постоянные. То есть наша техника оборудуется, это все уже делается тоже в России, без всяких вопросов. Сколько лет старался, теперь его время наступило производить сельхозтехнику, да. 150 единиц или 100 единиц. Вы же не были, да, еще раз, Ратифарич, у него? Нет, да? я вот хочу поехать. Да. Как вообще? Ну, кроме обычных сельскохозяйственных машин почвообрабатывающих и кормозаготовительных, мы в этом году представили
модернизированную косилку КС-100. Значит, модернизация чем заключается? Это гидравлическая сдвижная платформа здесь. Управляется с кабины, позволяет ложить волок направо, налево и в центр, что позволяет делать двойные волки, и сам ускорить процесс уборки. Такая модернизация. У вас сколько человек сейчас работает? 145 человек. 145. А заказы Было сейчас увеличились? 98, Нет? За год вот почти 50 человек у нас добавилось. Заказы в прошлом году увеличились, мы дошли до 500 миллиона по прошлому году. Прирост составил 35%, но в этом году немного, наверное, или на это. Цену повышаете, да? Немного. Цену будете повышать, да? Насколько? Цены мы подняли пока на 10%. А вот это все вы изготавливаете, да? Это мы сами изготавливаем Сами все. правда, Да. Мы в прошлом году освоили производство кабины. Раньше мы покупали кабину в Беларуси, теперь это кабина нашего производства. Полностью делаем сами. Это пластик или стекло? Стекло. Стекло, да. Стекло. Спасибо. Доброе утро. Очередная агровыставка, потому что тут не первый раз. 32-я уже. 32-я. Таких хороших, солидных экземпляров, я смотрю. Ну, мы приходим на эту выставку в хорошем настроении, потому что 3 года подряд мы модернизировали сельское хозяйство. Мы закупали технику. Прямые договора, Росагролизинг. Никогда такого мы не брали, поэтому вот сейчас здравствуйте. Спасибо, хорошего дня. Уважаемые участники и гости, приветствую вас на открытии агропромышленного форума и 32-й специализированной выставки «Агрокомплекс». Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Кабиров. Уважаемый Андрей Викторович, уважаемые коллеги, дорогие друзья, Башкортостан сегодня 32-й раз открывает и проводит эту замечательную выставку. И мы сегодня с удовольствием приветствуем более 300 участников из 32 регионов Российской Федерации. С особым удовольствием я хотел поприветствовать, конечно, большую делегацию нашей братской Беларуси, потому что вот буквально 3 месяца назад, по-моему, мы выезжали туда большой делегацией, и нас там тепло приняли, и самое главное, мы заключили ряд очень важных, нужных для нашей республики и для Беларуси соглашений. Дорогие друзья, сегодня у нас есть возможность пообщаться друг с другом, обменяться опытом, навести торговые, экономические контакты. Мы постараемся сделать для этого все самое возможное. Еще раз подчеркиваю, время непростое, санкционное давление довольно сильное, но наше сельское хозяйство, агропромышленный комплекс обладает чрезвычайно высокой устойчивостью. Я сегодня благодарю наших тружеников, селян, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашей республики. Сразу хочу сказать, что мы абсолютно готовы к посевной. Решаем буквально небольшие проблемы, которые остались. И в этом году, надеюсь, мы достойно, быстро, организованно пройдем чрезвычайно важную для нас в это время посевную кампанию. Всем хорошего настроения, солнце на улице, как говорится, башкирская весна. Так что очень рада вас всех видеть. Спасибо, Радий Фаритович. Для приветственного слова приглашается заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Викторович Разин. Уважаемый Радий Фаритович, Андрей Геннадьевич, уважаемые коллеги, с большим удовольствием приветствую вас на этом замечательном мероприятии. Действительно, такое большое внимание со стороны руководства республики к агропромышленному комплексу вселяет надежду на то, что действительно мы со всеми сложностями справимся и, безусловно, обеспечим качественные показатели всего АПК, а Республика Башкортостан для нас один из ведущих регионов, который вкладывает серьезную лепту в целом в стабильность агропромышленного комплекса страны. Поэтому с большим удовольствием передаю поздравления от нашего министра Дмитрия Николаевича Патрушева и с надеждой на то, что эта выставка позволит вам найти новые контакты, новые большие амбициозные цели, ну и самое главное, позволит спокойно войти в посевную кампанию и обеспечить тот результат, который мы все ждем. Спасибо вам, коллеги. Спасибо, Андрей Викторович. Традиционно в рамках форумов проходит церемония открытия производств, и сегодня мы продолжаем эту традицию. Внимание на экран!
Мы начинаем церемонию пуска молочного комплекса молочной фермы «Урожай». На связи с нами директор предприятия «Молочная ферма «Урожай» Ильгиз Наилевич Хананов. Добрый день, уважаемый Ради Фаридович, Андрей Геннадьевич, Андрей Викторович, уважаемые гости. Наше предприятие реализует приоритетный инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса молочного направления. Молочный комплекс готов к пуску. Уважаемый Ради Фаридович, прошу разрешить пуск. Добрый день. Пуск разрешаю. Дорогие друзья, производство в работе, открытие состоялось. В Республике Башкортостан проводится большая работа с детьми в научно-техническом направлении. И сегодня мы хотим наградить золотых финалистов Всероссийского конкурса «Агро-НТИ», которые доказали свои наилучшие компетенции из 12 тысяч участников по Приволжскому федеральному округу. Я приглашаю на сцену Ильнара Искандарова, ученика 8 класса, город Мелеуз, Артема Ишмаева, ученика 6 класса, села Кушнаренково, Даниса Курбанова, ученика 11 класса, села Стерлибашева, Мурзабаева Рамиля, ученика 11 класса, Мелеузовский район, Ирхана Утибаева, ученика 9 класса, деревня Абдулмамбетова Бурзянского района, Арсения Шамукаева, ученика 6 класса Нуримановского района, и Емельянову Марию, ученицу 11 класса Мелеузовского района. Уважаемый Ради Фаритович, просим вас наградить победителей конкурса. Спасибо. 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 Молодец. Рахмат. Спасибо. Указом главы Республики Башкортостан, почетной грамотой главы Республики Башкортостан награждена Елена Александровна Филатова, экспедитор Прибельской хлебопекарни потребительского общества «Кармаскалы». Этот год в нашей республике объявлен годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий Республики Башкортостан. И Елена Александровна – представитель многочисленной трудовой династии. Здравствуйте, Ради Фаридович. Добро пожаловать на стенд КУН. Компания КУН ежегодно принимает участие в выставке. И, как всегда, стараемся представить наши новинки, передовую технику. И в этом году решили представить наш рулонный пресс-подборщик. Самая производительная машина на сегодняшний день на рынке. Более 30 тонн в час способна машина заготавливать. И уникальная система iDance, дающая возможность изменять плотность прессования вне зависимости от действия оператора. То есть система полностью анализирует ту массу, которая подбирает, и в зависимости от влажности подстраивает сама плотность. Это уникальная система, запатентованная фирмой КУН. Сейчас мы плотно работаем с российскими поставщиками комплектующих. Мы производим ряд машин уже в России, имеем Воронеж, российский паспорт. Воронеж, и на территории Башкирии мы представлены совместно с нашим партнером Smart Agrotech. Мы берем, да? Да. Спасибо. Спасибо. Александр, вот наша ассоциация как раз идем объединенные. Да, вот. Мы в этом году, 56 мы докладывали, 56 предприятий у нас в составе ассоциации. В этом году основной упор сделан на ремонт, восстановление, импортозамещение. Вот наши сельхозпредприятия, ремонтные предприятия, мы их всех в ассоциацию объединили. Да, им так проще, и они сами уже понимают, какая номенклатура товаров. Вот сейчас это очень актуально, наверное, будет. Есть предприятия, которые, вот Башаграмаш видели, это наш флагман, это производство, это сервис постпродажное сопровождение вплоть до списания. Но в этот период, естественно, вот актуальный вопрос в текущем году. Мы сочли необходимым именно упор сделать на
восстановление, на изготовление, на импортозамещение. И предприятие присутствует, которое закрывает, по сути, все направления. Это ремонт топливной системы, ремонт гидросистемы, ремонт узлов и агрегатов, двигателей. Это означает, чтобы хорошо есть предприятия, которые капитальный ремонт делают, а есть специализированные предприятия, которые закрывают узкие такие больные места. Поэтому по сервису у нас практически все направления у нас закрыты. Создана конкурентная среда. В одной или, допустим, в другое направление у нас не одно, а несколько предприятий работает. Здорово. Сейчас очень актуально все это будет. Поэтому... Здравствуйте. Я комбайнер который. Пока другие говорят, мы уже начали поставки наших комбайнов в Казахстан. Я приехал буквально с Казахстана. Мы готовы развиваться, мы готовы дать стране полноценный зерноуборочный комбайн. При этом, при всем, хочу отметить, невзирая на колебания валютного рынка, ценник на комбайн мы не поднимаем. А шасси где берете? Мы раму, мосты начали уже делать. Сами делать, да? Добрый день. Да, добрый день. Павел, директор компании «Гритан». Представляем технику. Это бункера-перегрузчики для увеличения производительности комбайнов. Это увеличение происходит за счет того, что комбайны не останавливаются и идут параллельным ходом на уборке. Увеличение производительности комбайнов от 30 до 50% это максимальный был показатель. Техника производится... То есть комбайн не стоит, не ждет КАМАЗ, когда приедет, и КАМАЗ на поле не заезжает. Значит, он у нас, получается, подушку не Нету уплотнения земли, то есть это снижение издержек на обработку земли после уборки и облегчение, естественно, их высева, то есть нету заминания почвы. Производится техника Ставропольский край, город Невинномысск. На вашей выставке первый раз хотели бы сотрудничать с вашей регионом, и представлять данную технику. Спасибо. Спасибо. Хороший, богатый край у вас. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Очень приятно. Компания «АгроСРБ» являемся дилерами 7 лет. Компания «Россельмаш». Продали за время работы порядка 800 единиц зерноуборочных комбайнов. Да, всего. 150 единиц. А вы сопровождаете техобслуживание? Полностью сопровождаем. Капремонт тоже делаете, да? Ремонт делаем. Имеется скала запасных частей, довольно готовы к сезону. Спасибо. Здравствуйте. Европейская, но мы им предлагаем азиатскую его назвать компанию, но это европейская агротехника. Пока вот думаю, да. Дело такое, что хоть и сейчас все поменялось очень сильно, но наша цель как раз, чтобы наши клиенты не почувствовали этого. То есть вся техника будет ремонтироваться, вовремя поставляться запчасти. Вот, да, была какая-то заминка. Ну, у нас еще Краснодарский завод, то есть в Краснодаре он работает. Да, он тоже немножко приостанавливался. Сборка, наверное, какая-то? Там полноценная сборка. То есть там не только производство полноценное. Там с Краснодарского завода классы даже в Германии поставили. Да. То есть это завод полного цикла, то есть он не сборочный, полного цикла. Поэтому лично нам, конечно, полегче, то есть все-таки мы 50-60% мы будем привозить с Краснодара. Вот. А по остальной технике, которую мы 20 лет сюда поставляем, делаем, у нас очень много ремонтных баз, как и на сельском часе общались. Вот. Ну и будем локализовывать запчасти. А где будет? Они у нас в этом, в Зубово? В Зубово у нас, в Чешмах у нас мастерская, 2 в Зубово, 1 в Чешмах. То есть мы по Башкирии стараемся расставлять мастерские, чтобы было все равномерно. Ладно, все, удачи. Так, наши братья, да? Да, Белоруссия. Гомчельмаш, представляем вот здесь технику, наш дилер, компания «Агросила». Мы уже посмотрели наших машин 400 штук в регионе. Да, уже? Да. Постепенно. Но мы с вами сейчас, наверное, такие еще плотнее будем, да? Безусловно, так и должно быть. Мы у вас когда ездили, были на Белазе. Вообще потрясающе, конечно. Когда будете в Беларуси приезжать на Гомчельмаш, мы приедем мощнее. обязательно, потому что мы-то начали работать, но вы знаете, мы большой делегацией приезжали, там дорожная карта у нас есть, да, и все делаем. Ну вот очень хотим с вами, конечно, работать. Мы трактор ваш будем собирать гусеничный, но мы там договорились у президента, когда были, да, вот поэтому говорили. Поэтому нас очень тепло там встретили, прям как родных, поэтому
Вам тоже Братья. все. Да, спасибо. Даже трактор это Гомельская область. Хорошо. Добре, спасибо, удачи. Спасибо. Все-таки мы предлагаем в этом году молочную страну все-таки снова запустить. 2 года мы делаем. И вот у нас институт молока первый раз. Мы хотим, чтобы они деловую программу Когда будем делать? в августе, последняя суббота. А еще перед этим мы делаем еще одно мероприятие, будет проходить День сенажа. Мы решили сделать новое мероприятие «День сенажа», чтобы людям уже объяснить, как правильно корма делать. Будем делать его, да, и будем делать его на базе хозяйства. У нас получается Полностью Башкирия, Белоруссия, Москва. Да? У нас большая выставка. Молочная страна называется. Молочная страна, да. Мы практически там улицу оцепляем, и вот все производители молока приходят. Такой праздник. Люди приходят сразу, закупают. Да. Вот. Из-за пандемии мы 2 года не 2 делаем. года не пропустили, да. В этом году делаем. Потребность очень, люди просят просто. Обязательно сделаем. А мы всячески готовы во всем помогать, во всем всегда поддерживаем, поэтому у нас институт молокопрактиков, поэтому у нас нет теоретиков, у нас все люди приезжают, выступают, рассказывают, делятся своими знаниями, опытом. То есть работаем со всей страной и будем рады работать в этом году в Башкирии. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, На пустом месте приехал руководитель. Он практически в своей жизни все на севере работал. У него там шикарная площадка производственная. Потом домой потянуло. Приехал сюда. В чистом поле практически выстроил. Вот к нему даже в офис заходишь, у него офис современный, западноевропейский. Хотя там вот эти кировцы, что-то он там и так далее. И, да. 30 лет опыта практически, Да. с 90-х годов. Очень много молодежи привел. С главой договорился, землю выделили, чтобы вот там оседали они. Но вот настолько удивительный человек. Передайте ему привет, пожалуйста. Да. Вообще, вот я там 2 раза был на предприятии. Когда на душе плохо, туда надо ехать. Там такой порядок, сразу радуешься, уезжаешь, но вообще все. Человек от руководителя много известен. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, наш ректор университета. Мы, конечно же, все наши научные направления мы представляем на круглых столах, на конференции, научных сопровождений всех этих мероприятий нашего университета. Ну и основной, конечно, на полях. Дни поля, которые Министерство сельского хозяйства у нас по району проводит, это мы совместно работаем. Но в этом году мы здесь упор сделали на импортозамещение. Вот, например, просто для интереса, вот все эти объекты разработаны и восстанавливаются на базе технологий, которые разработаны нашими учеными. К примеру, вот задняя навеска импортного трактора John Deere. Вот, отремонтированные, восстановленные. 15 тысяч стоит, новая стоит, там сейчас уже невозможно какие. То есть все это, вот технологии, они реализованы. Ну и, конечно же, органические продукты питания, наши сорта, вот участвовали в создании новых сортов картофеля, потому что по сортам картофеля есть проблемы. То есть мы находимся в тренде России и всегда выставляемся. Он пчел мучает, значит, обвешал их электроникой полностью и держит. Кстати, в Бурзиане, да, вот где наши капли пещеры, там есть у нас общенаучное хозяйство. Мы в лесу установили на живых деревьях, это впервые в мире проводится исследование. Опытные какие-то исследования. Да, датчики по интернету передаются. И очень интересные данные доказывают генетический потенциал наших местных пчел. Андрей Викторович, буза называется, знаете, нет? Буза. Очень полезный, очень легкий напиток. Будете? Да, попробуйте, Елена Михайловна, бузу попробуйте. Что это? Это из чего? Очень вкусно. Из Освежает. пророщенного. Это как вот на завтрак его. Пророщенное зерно, да. Очень вкусно. Компания Smart Project. Входит в группу компании Matrix Universal. Представляем робот. Получается, робот собирается в Нижегородской области, городе компании Промтех. Мы являемся официальными инженерами. Здесь система управления Афимил, то есть, которая уже себя в республике зарекомендовала. Будем брать, да? Конечно, будем брать, конечно. Доярка все равно меньше станет. Даже вот промтехника рассматривает, если, допустим, будет большой срок, да, можно даже перенести производство, сборку сюда в Башкирию на базу Матрикс. Вот это другое дело. Ну, а начали покупать у вас уже все? Ну, мы сейчас продвигаем, вот как раз сегодня будет 4 клиента, которые как раз заинтересованы. Спасибо. Здравствуйте.
Продолжаем развитие нашего Долгостного завода Ишимбайского. Двигаемся в разных направлениях. То есть нефтепромысловую промышленность осваиваем, сейчас сельскохозяйство. Вот вы начали вот это делать, бункер делаете, а еще что делаете? Полуприцепы делаем подъемники в альтернативном заводу на импортозамещение. Осваиваем сверхлегкую авиацию, то есть беспилотники сейчас проектируем, нефтепромысловое оборудование, высокоточное оборудование погружное. То есть у цены 2 габарита аналогов нет. Сейчас активно развиваемся в изготовлении медицинских изделий для людей с ограниченными возможностями. То есть есть коляски запатентованные, аналогов в мире, которых нет. Сколько человек у вас работает? 95 человек на данный момент, да. А вы на какой площадке вот в Ишимбае? На Ишимбайском заводе. На Прямо той же том площадке, месте, где да. была вот эта многовековая история, где дух вот наш, там мы продолжаем, полностью восстанавливаем заброшенные все предприятия. Хотите ко мне прийти на промчас и пообсудим? С удовольствием. Есть о чем пообщаться. На промчас лучше, там, потому что меры поддержки посмотрим. Спасибо. Росагролизм, Александр Игоревич. Да, еще раз. Ну, как я уже говорил, да, в этом году получили заявок на 2 миллиарда 190 миллионов. В целом, правильно вы отметили, мы каждый год наращиваем объемы. В прошлом году было поставлено 438 единиц техники. Это на 2 миллиарда 60 миллионов. Поэтому мы работаем, ставки не поднимали. У нас условия все те же сохранились. 0 аванс, удержание 3% до 8 лет. Поэтому готовы поддержать регион, как и прежде, подставить плечо. Спасибо. Это вот пример лучшего сотрудничества, потому что я говорю, вот мы же с вами быстро начали как-то раз, и у нас вот так вот пошло, и селяне поверили. Да. Вот. Ну, спасибо вам, у вас хорошая поддержка есть, вы ее распространили на условия лизинга, поэтому мы видим вот, существенный подъем. Мы существенно расширили и круг лизингополучателей. У нас теперь по льготной ставке могут приобретать и предприятия, которые занимаются ремонтом, допустим, станки, сервисные автомобили. Я думаю, что в этом году это тоже будет очень Ассоциация надо посмотреть. Да, сделаем. По станкам. Здесь почему не проходили? Потому что у нас сельхозпредприятие финансовое состояние плохое. Вот Андрей первый запустил ИСХН-0 Московская область, мы теперь с 1 января тоже у нас ИСХН-0. Учитывая, что аграрии налоги не платят, они сегодня могут показать доход большой, и они вот, у них же компьютер читает, так ведь? Хорошая отчетность будет, у них будет доступ еще больше. Так что будем увеличивать объемы. Наш самый добрый и самый эффективный партнер. Спасибо. Спасибо. Компания Agrotech Service. Мы занимаемся поставкой импортной сельскохозяйственной техники. И в прошлом году активно начали работать с китайской компанией Зумрион. А уже купили где-то хозяйство? У них просто знак правили, они знали, какой знак ставить. И Z есть, и V есть. В принципе, у нас в Ермикеевском районе, в Благоварском районе эти трактора уже работают с осени прошлого года. А техстанция где у вас? Техстанция, представительство завода у нас находится в Уфе, полностью склад запасных частей, представители завода, сервис-служба завода. Там обслуживаете, да? Нет, они являются представительством. У нас есть офис в Деме, склад запасных частей. И в Давлеканово у нас есть база, бывший завод «Сельмаш», где мы занимаемся импортозамещением в том числе. Ну и как вообще техника-то это? Техника нам нравится. Механизаторы что говорят? Механизаторы? Ну, в принципе, поломок не было, они все довольны. Вы сезон только откатали, да? Да, то есть даже осень только. Представитель завода здесь, он сказал, что с представителем Росагролизинга будут подписывать соглашение. Это все. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Группа компании Matrix Universal. Здесь у нас представлены все три направления. Урожай Гранбес – это агрономическое направление, семена и средства защиты растений. Смарт-проект – молочное направление. А Matrix у нас это техникой занимается. А где у вас площадка производственная основная? Ну, у нас в Локотках находимся. Вот это вот, да. Локотка. Вы начали так развиваться? Так? Ну, да, там развиваемся. Работаем с ними, да? Да, конечно. Здорово.